Уласна гаспадарства, давайте падсумуем гэты тыдзень пратэстаў і забастовак. У нас на сувязі знаходзіцца Ганна Красуліна, прэсавая сакратарка Святланы Ціхановскай. Ганна, вітаю, добрый дзень. Добрый. Распавядзіце, калі ласка, вось як уласна Святлана Ціхановская, ейны штаб ацэньвае увесь гэты тыдзень забастовачны і пратэсны? Ну, смотрите, забастовки продолжаются, и это прекрасно, это главный результат. В первый день 26-го огромное количество малых предприятий бастовали, и колоссальную солидарность продемонстрировали пенсионеры, студенты, медики. И мы видели, что мы попали в точку, потому что режим был взбешен и совершенно реагировал очередной порцией совершенно неадекватных заявлений. И совершенно неадекватных, там, я не знаю, перестановок опять в правительстве и прочее. Это ясно показывает, да, что мы действуем абсолютно точно и в нужном направлении. Режим, кстати, бастуют Гродно-Азот и МЭЦ продолжают бастовать, Минский электротехнический завод. А на остальных предприятиях был созвон, Светлана созванивалась с страйкамами, с забастовочными комитетами. На остальных предприятиях идет, да, итальянка, но людей приходит все больше, больше и больше. Каждый день плюс 5 человек, плюс 5 человек, плюс 5 человек. Это означает, что наши силы растут, и в какой-то момент они будут готовы выйти на открытую забастовку. То есть реально забастовочное движение медленно, да, но оно движется, вот, и увеличивается. А уж то, что делали, да, мы видели медики, студенты, это просто супер. И партизанка. Кроме того, заметьте, да, что на Белазе цех целый вышел и потребовал восстановить уволенных рабочих. Это очень серьезные такие звоночки. Академия искусств, когда проректор и 60 сотрудников подписались за то, чтобы восстановить отчисленных. Вот эти вещи означают, по сути, скажем так, это бунт на корабле. Это, конечно, такие слова, которые, но на самом деле больше лукашенковским властям, их идеологам никто не подчиняется, не хочет подчиняться, скажем так, и кто-то уже в открытую об этом говорит. Это супер, это означает, что наступает вот тот самый, да, раскол элит, про который мы говорили, когда ректор и идеолог подписывают отчисления, а проректор и 60 других сотрудников требуют восстановить отчисленных. Все, видите, начинается наша уже даже количественная наша победа. То есть понятно, что ректор и идеолог, которые подписали и особенно отличились в этом случае, они должны быть, как вам сказать, высветлены, мы должны знать их фамилии, каждый должен понимать, кто это был, кто отчислял, кто за отчисление выступал. То же самое на заводах. Мы должны очень точно с вами теперь определить, кто те люди, которые проводят вот эту политику режима у нас с вами здесь на местах. И мы должны их, знать, известить об этом их близких, о том, как действуют их вот эти вот идеологические вертикальщики, да, то есть вот те, кто сейчас олицетворяет режим на местах. Соответственно, наша цель едина по-прежнему. Режим должен уйти от идеологов в каждой точке, да, до Лукашенко наверху. Ну, вось пакуль улады адказваюць усё ж такі на забастоўкі такімі радыкальнымі метадамі, зганялі і АМАП на прадпрыемстве, і, вядома, пра звальненні, прычым звальняюць тых людзей, якія знаходзяцца часам на бальнічным, у адпачынках, без, уласна, ведама людзей. Вось, як думаеце, не паўплывае гэта на агульныя настроі пратэстоўцаў? Вы знаете что? В любом случае, вот считать, что народ быдло, и его можно заставить дубинками работать на высокоточных производствах, высокотехнологичных, да? Если вы думаете, или Лукашенко думает, режим думает, что вот его вот эти вот бандиты с дубинками могут заставить на Гродно-Азоте людей работать и выполнять, да, из-под палки что-то, то они, ну, как это сказать, плохо умеют думать, значит. Потому что реально заставить работать нельзя. Можно заставить, знаете, откуда-то уйти, да, можно схватить, поместить в автозак. Можно закрыть цеха, можно вот всех уволить и закрыть цеха. Прекрасный вариант. Но это забастовка просто, как это сказать, достигшая своего апогея, да. Окей, пусть закрывает, ну. Пусть увольняет всех и закрывает. На Гродно-Азоте почему люди и бастуют? Когда высококвалифицированный рабочий, он понимает, что на его место подготовить вот штрейкбрехера
невозможно. То, что сейчас везут, там пытаются штрейкбрехеров привозить, то, во-первых, давайте-ка сделаем достоянием общественности имена этих штрейкбрехеров, это первое, и пусть они попадут в соответствующие списки. И второе, они все равно, это блеф режима, потому что заменить сотрудника на Гродно-Азоте, народ говорит, что там даже из соседнего цеха в другой цех переводится, там полгода надо обучать. Поэтому это режим блефует. На самом деле надо настраиваться именно на забастовки, на совершенно мирное и такое, знаете, наращивание наших сил. И оно, слава богу, происходит и двигается в нужном направлении. Я вам хочу сказать вот что. Если мы с вами оглянемся назад и увидим, какой путь мы с вами прошли, начиная с весны этого года, то вы просто посмотрите, что было весной. Могли ли мы с вами рассчитывать на то, что мы вот так сплоченно, солидарно будем бороться за свое будущее? Это же просто, это вот когда вы увидите весь путь, вы поймете, что мы уже очень-очень недалеко, очень близко к финішу. Ганна, паслухайце, ну вось вы таксама кажаце пра тое, што трэба, каб вось гэтыя імёны ўсіх гэтых злачынцаў сталі вядомыя грамадскасці. Ці гаворка вядзецца найперш пра пашырэнне вось тых санкцыйных спісаў, якімі займаецца каманда Святланы Тихановскай, ведаем пра гэта? Значит, смотрите, Светланы Тихановской команда — это только список Тарайковского, это вот те, кто причастны уже к убийствам, и это высшие чиновники, да, отдававшие приказы о насилии, в частности, в стенах Окрестина. А остальные, да, это в основном собирают инициативы. Это народные инициативы. Я знаю, что есть такая народная инициатива «Черная книга Беларуси», куда попадают вот те люди, которые особо рьяно этим занимались, да, отчислениями, увольнениями, и особо рьяно выполняли приказы режима. Но не убивали, например, да, и не насиловали. То есть вот тут вот есть разница, потому что, чтобы санкционный список, да, то там должно быть вот такое преступление. Что касается отчисления увольнения, да, то тут нужны еще обоснования, нужно собирать документы, материалы. То есть санкционный, наверное, не сразу, чуть позже. Хотя обязательно мы будем над этим работать, да, включая всех там председателей комиссий, которые и секретарей, которые написали те цифры, из-за которых сейчас мы наблюдаем кровопролитие просто на улицах города. Вот. Это мы будем рассматривать чуть позже, но сейчас люди должны реально знать эти фамилии. На каждом предприятии каждый должен понимать, кто подписал. В каждом небольшом городке каждый должен понимать, кто тот идеолог, который заставляет остальных вот следовать вот этим вот антинародным шагам режима. Поэтому давайте на местах сейчас попробуем, как это сказать, убрать маленького Лукашенко на местах, чтобы они отступились от этого, прекратили это делать, потому что они ответят вместе с Лукашенко за это. Кстати говоря, Лукашенко уже, да, и даже Москва слила Лукашенко. То есть Лукашенко осталось крайне недолго. Паслухайце, Ганна, ну цалкам з вами згодная наконт таго, што, канешне ж, калі мы гаворым пра рэпрэсіі і адказнасць за злачынствы, не толькі вось гэтыя сілавікі, а МАП павінна адказваць, але вся гэтая сістэма, все гэтыя чыноўнікі, якія і фальшавалі выбары, і выганялі людзей з працы, з універсітэтаў, і гэтак далей. Але вось адносна сілавікоў ведаем пра ініцыятыву прызнання на міжнародным узроўні АМАПу і Губазіку тэрарыстычнымі арганізацыямі. Ці ёсць нейкая свежая информация про это? Значит, сейчас изучаются возможности вот этого вот международного шага правовые. Вот. То есть сейчас это происходит, этим занимаются люди и на очень серьезном уровне, то есть мы ждем результата. Вот. Что хотела еще добавить? Хотела про чиновников добавить в министерствах. Заметьте, что министерства на самом деле, по сути дела, саботируют работу. Ведь министерства сейчас, кроме силовиков, остальные на перспективу не работают вообще. Они работают на поддержание, да, там, например, продолжает ходить транспорт, продолжает вроде как выплачиваться пенсии, там что-то такое, но они абсолютно больше не работают, как вам сказать, на какие-то там планы дальнейшего развития, чего-то такого. То есть они сидят, они просто выжидают. По сути, они ждут, когда Лукашенко уйдет и придет Тихановская. Реально, то есть реально идет саботаж просто на уровне высшего и среднего звена министерства. Гаспадарня Ганна, может быть, про далейшие планы? Ці все ж таки стратегия протягивать забастовку, ці есть іншие идеи? Значит, смотрите, во-первых, конечно, забастовка должна продолжаться, и мы с вами все должны как один поддержать Гродно-Азот и Минский электротехнический завод. Это наши флагманы, это супер. Мы должны поддержать работников БелАЗа, которые вышли за восстановление своих
коллег на работе. Обязательно забастовка должна нарастать, партизанское движение должно нарастать. Кроме того, у нас с вами сейчас во дворах рождается наше новое местное самоуправление, во дворах, микрорайонах, в районах. Это очень важный, очень серьезный процесс, который позволит нам с вами удержать потом страну от больших проблем в будущем. То есть сейчас уже понятно, что Лукашенко уйдет, его не будет. Его слила Москва. И если вы видели сегодня большое, хорошее интервью аналитика польского, сейчас скажу, как его фамилия, Ежи Таргальский, который сказал, что, в общем-то, сейчас Лукашенко там уже, да, это уже неинтересно, где он будет сидеть, в тюрьме или в Москве. И вот я цитирую: хотя, конечно, лучшим выходом для всех было бы, если бы он упал с лестницы, чем-нибудь заболел или подавился кренделем. Думаю, это устроило бы всех, и в первую очередь его сторонников. Когда мы имеем вот такие вот уже, как вам сказать, результаты анализа ситуации, да, то, в общем, конечно, был бы Лукашенко как бы хоть чуть-чуть, как это сказать, то можно было бы ему сочувствовать, но, как вы понимаете, он этого не заслужил, нашего сочувствия. Вот. Но, в общем, он все. Ну, заметьте, Москва даже не упоминает больше его фамилию. Они говорят о защите интересов союзного государства, но они не говорят о том, что они собираются помогать Лукашенко. То есть все, Лукашенко, все. Ну, напевно, хаотично шукається, на кого можна було б зробити зараз ставку. Ганна, дякую велике вам за розмову. Ганна Красуліна, прес-служба Світлани Тихановської з нами на телефонній сувязі.